Макарьева Ксения, инструктор по грудничковому плаванию. Сейчас работаю в «Авангарде». Наверное, начнем с того, что случайности не случайные. Я всю жизнь проработала в офисе. И, наверное, пришла к такому возрасту, когда уже какая-то переоценка ценностей происходит. И вот просто работа – это уже что-то совсем не то, что не приносит удовольствия. И задалась вопросом, что же можно поменять. На тот момент у меня дети были маленькие, и мне просто предложили попробовать пойти работать. Так как я бывший спортсмен, я КМС по плаванию, мне предложили. Я вот отучилась, и на удивление, я, честно говоря, не верила в то, что у меня что-то получится, потому что я с детьми никогда не работала, я офисный работник. А у меня получилось, и все, и вот как по накатанной уже 8 лет я занимаюсь этим делом, кайфую, нравится. В первую очередь, это, конечно, помощь малышам в освоении навыков моторного антогенеза, да? Это помощь в исправлении каких-то небольших нарушений физических, да, физиологических. И просто делают так, чтобы детям нравилась вода, чтобы они были с водой на «ты», чтобы не было страха. Даже если кто-то приходит, он боится воды, боится заходить в воду. Через некоторое время видишь результат, и все, и ребенок с удовольствием бежит. Его уже не остановить. И приходят, говорят, вот 8-месячный малыш, да, они на втором занятии, когда он поплывет. А прям сейчас и поплывет. Ну, то есть надо же понимать, да, немного физиологию ребенка, да, что как минимум до 2,5 лет они не могут себя вытолкнуть для вдоха. У них голова тяжелее, и поэтому в любом случае сам он не поплывет. Он может где-то там парить в воде, но для вдоха я их все равно поднимаю. Это вот Элла просто нащупала уже у нас дно, и все, ее уже не остановить. А видите, я ее бросила, она сама занимается. Ну, а так из веселого, когда дети начинают просто разговаривать, и очень часто я слышу, особенно такие, когда уже после 3 лет они начинают хитрить, и вот она вчера идет и говорит, в общем, мне мама сказала, что я плавать не умею, я могу купаться сегодня все занятия. А я гадала 30 минут, думаю, ну почему так она сказала, как она плавает классно. Потом у мамы спрашиваю, говорю, а что случилось? Она говорит, а она плавать не хотела, и то есть, да, она вывернула это так, что вот. Ну, а так, в основном, конечно, дети маленькие, да, с ними, в принципе, весело и интересно. То есть каждый день что-то новое, каждый день что-то интересное. Поэтому и работа не надоедает вообще, в принципе. Полчаса, да, занятия. Этого вполне достаточно, потому что нагрузка в воде в 3 раза выше, чем на суше. Мы приехали из России, поэтому у нас там нет бассейнов. Ну, вернее, бассейны есть, но их очень мало, а водоемов вот так, чтобы пойти покупаться куда-то, такого у нас нет. Поэтому мои дети плавать начали только здесь. Вообще, когда мы только приехали, было какое-то чувство эйфории. Наоборот, что о, классно. Такое место, где можно жить, где можно дальше развиваться, расти. Чудесный климат просто. Мы с Дальнего Востока, где у нас комары, мошка. Если зима, это зима, да, у нас с сугробами. Жара – это жара, влажность 100%. Поэтому, когда мы сюда приехали, конечно, это вообще сказка. У меня 3 высших образования. У меня одно гуманитарное, второе экономическое, и вот третье я получила физкультурное. Я вообще работаю до 5 лет с детьми, но самый такой вот идеальный возраст – это от 0 до года, когда нужно ребенка отдавать на плавание. Вопреки расхожему мнению, что наоборот, это очень рано, и не стоит этого делать. И почему-то даже педиатры всем родителям говорят, что это очень рано. Давайте дождемся года и приводите. А год – это очень поздно. То есть, на самом деле, год – это очень поздно. Мы упустили как раз вот самые-самые лучшие моменты в развитии ребенка именно до года. Почему? Потому что любые незначительные отклонения в развитии мы можем исправить, вот начиная от 0.
и до года. После года он уже у нас вертикализовался, да, он пошел, и там уже совсем другая работа идет. А до года мы можем все это скорректировать, чтобы он у нас пошел красиво, ровно, правильно, не было никакого искривления позвоночника и так далее. А если мы берем детей до года, они не боятся, у них нет страха. То есть даже где-то от 0 до 6 месяцев у них нет вообще страха. Мы спокойно берем ребенка и работаем. Он может плакать только в 3 случаях. Да, Илони, сейчас я быстренько вернусь к тебе. В 3 случаях, когда у него что-то болит, когда он голодный, когда он хочет спать. Все, это же очень просто выяснить, да, что хочет ребенок до 6 месяцев. И поэтому с ними очень легко и просто работать. Именно работать. Если кто-то считает, что мы здесь просто там полоскаем детей, да, то это, конечно, не так. Мы очень много вкладываем сил и знаний в то, чтобы помочь детям. В осенне-зимний период в Кыргызстане жизнь вымирает. Почему-то считается, что надо замедляться, зима, надо больше сидеть дома, надо не гулять с детьми, потому что холодно, потому что простудятся. Это очень большое заблуждение многих родителей. Гулять надо, гулять нужно. И более того, нужно не просто гулять, а именно ребенку обеспечить такую физическую активность, чтобы у него еще и параллельно с этой активностью закаливание шло. Бассейн в зимний период – это идеальное место, где мы можем получить все вместе – физическую активность и закаливание. Потому что если вы придете летом в бассейн, уже не будет эффекта закаливания. На улице тепло, здесь тепло, мы ничего не получаем. А именно если приведете осенью, и вот с осени до весны, это вы заложите фундамент для здоровья своего ребенка. Да, почему-то все боятся, что вот обязательно он простудится в это время. Но не надо бояться болезни как таковой. Да? Если это обыкновенный вирус, то он же не лечится таблетками. Он опять-таки лечится чем? Обильным питьем, да, прохладным воздухом. Да. И, то есть иммунитет сам должен работать. Иммунитет сам справится обязательно с этим вирусом. Я сильно не заметила большой тенденции. То есть вообще все равно моя работа остается сезонной. То есть с весны до осени, да, вот этот период, тем более у вас здесь Иссык-Куль, да, все приходят, все весной приходят, так, апрель наступил, нам, значит, в конце мая ехать на Иссык-Куль, вперед надо научить ребенка. Я говорю, а где вы были раньше? Есть родители осознанные, которые заранее все прочитали про грудничковое плавание, заранее отдали ребенка. Прямо вот уже в 2 месяца они знают, что можно отдавать ребенка на плавание, они отдают, и они системно ходят. То есть 3 раза в неделю не пропускают, как бы тяжело не было, какой бы там снегопад за окном не был, они собрали ребенка и привезли его сюда. И мы получаем, честно, колоссальные результаты.